Когда к вам приходят гости, предлагать нужно уже не чай, кофе, а Wi-Fi и зарядку для гаджета. Да, интернет засасывает нас день ото дня, ну а мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных событиях в таджикском сегменте популярных соцсетей. Спонсор нашего выпуска – Huawei Таджикистан. Всем привет! Бой года. Поклонники двух известных блогеров Абдурозика и Хазбулы хотят видеть их в октагоне. Распаковки по-таджикски. Что подарили на Новый год сотрудникам ЖКХ района Исмоили-Сомони? Диджей Джова рассказал о самом сокровенном и переломном моменте своей жизни на канале Iron King. Таджикские спортсмены стали экоактивистами. Девушка из Таджикистана стала лучшей солисткой международного конкурса «Во весь голос». Сила интернета. Построит ли дом пятерняшкам, родившимся в Хатлоне? Скандальный блогер Рустам Ашуров занялся благотворительностью. Боксер Баходур Усмонов одержал очередную победу. Шабнами Сурайо проводит зимние каникулы в Дубае в компании арабского предпринимателя Илимуров. Блогер Йодгор Исламбеков на своем канале Iron King представил новый выпуск. На этот раз он пообщался с известным душанбинским диджеем Джова. Такими откровениями, мне кажется, Джова прилюдно не делился еще ни разу. Оказывается, я еврей. И об этом узнал где-то, наверное, лет 10 назад. Учитывая, что мне 31, 20 лет я был в неведении. Самые сокровенные и болевые точки были задеты в этой беседе. Ностальгия, смысл жизни, потеря ребенка, алкоголь. Был момент, если быть уже откровенным, с потерей малыша. Я до конца не понимал, что со мной происходит. Я думал, все время до этого я думал, что это все хихоньки да хахоньки, игрушки, все веселье. А здесь понимаю, что, черт возьми, что я натворил. Рассказал Джова и о том, почему у столичного топ-диджея до сих пор нет авторских треков, что делать, если посреди вечеринки разрядился рабочий комп, и почему коллеги по цеху не всегда пользуются такой же популярностью. Известный таджикский блогер и певец в теле ребенка Абдурозик и такой же маленький блогер из Дагестана Хазбула или просто Хазбик планируют встретиться на ринге. На протяжении долгого времени поклонники 18-летних особенных блогеров предлагают им посостязаться в силе. В последних видео дагестанский блогер согласился на бой, но, правда, с условием, что его гонорар составит $13,5 тысяч. Нормальный бабки дадите. Я спокойно могу подраться. А нормальные бабки это сколько? Ну там миллион или 5, ну. Сколько? 5. 5 миллионов? Да. А почему так много? Не знаю, на 2 тоже могу. А за миллион можно договориться, если я найду спонсоров, которые готовы будут заплатить на $1 000 000? Да. Абдурозик вызов принял. Братва, не судите строго, так как это мой первый сторис на русском, и что хотел сказать. Недавно Хазбула, Хазбик, бросил вызов всем тем, кто весит до 18 килограммов и сказал, что там побьет любого. И у нашего Абдурозика есть бешеное желание принять этот вызов. Салам алейкум, Тамай, брат, я готов. О, молодец. Фанаты назвали будущий бой боем года, но вот состоится ли он или останется большим хайпом, зависит от того, найдут ли желающие боя запрошенную Хазбиком сумму. Блогер Асхаб Тамаев, который, собственно, и инициировал и предложил такую идею, заявил, что если его интервью с Хазбиком наберет 200 тысяч лайков, то он организует этот бой. К настоящему времени интервью набрало почти 280 тысяч лайков и более 3 миллионов просмотров. Абдурозик готовится к встрече и уже успел попросить благословения у памятника Сомони, чтобы сразиться с Хазбиком. Салам алейкум, бабай Сомони. Бама я донаметен, бурам Хазбика, бузаном тика-тикашкину. Распаковка давно стала популярным жанром YouTube, но в нашей стране она приобрела особый колорит в канун Нового года. В преддверии праздника в сети появилось видео, автор которого показывала подарки, которыми ЖКХ района Исмоили-Сомони поздравила своих сотрудников.
Женщина показала и рассказала о содержимом новогоднего подарка, прикинув, в какую примерно сумму обошлись сладкие презенты. Да, дареному коню в зубы не смотрят, но в эту пасть решили заглянуть многие. Пользователи сети в комментариях разделились. Многие назвали это позором, но были и те, кто решил, что надо и за это сказать спасибо. Как сказал кто-то из мудрых, главное – на внимание. Дело не в подарке, а на внимание. Вниманием не обделяет нас и компания T-Cell и радует своих клиентов новыми правилами. Неиспользованные за месяц мегабайты мобильного интернета теперь не сгорают. Каждый из нас стремится сохранить и продлить то, что важно и дорого. Именно поэтому T-Cell запустила новые правила. Весь трафик мобильного интернета остается с абонентом, даже если он не успел потратить его за месяц. Неиспользованные мегабайты перенесутся на следующий месяц. В каких именно тарифах действуют новые правила, можете узнать на сайте tcell.tj. Таджикские спортсмены приняли участие в экологической акции. Известный футболист Нуридин Давронов снялся в социальном ролике Комитета охраны окружающей среды и посадил дерево. К слову, в рамках инициативы Рустама Эмомали по озеленению Душанбе уже посажено более 6 тысяч деревьев. Олимпийский чемпион, метатель молота Дильшот Назаров тоже присоединился к акции. تغییریابی اقلیم این حقیقت است. امروز نهال را سبزان و سهم خود را گذار و آرزوهای خویش را عملی نما. За каждым из нас миллионы людей. За тобой Родина, за тобой Таджикистан. За 3 дня до наступления Нового года прошел финальный тур международного музыкального шоу «Во весь голос 2020». Команда, состоящая из талантливых ребят от 12 до 17 лет из Азербайджана, Израиля, Молдовы, Армении, Казахстана, России, Узбекистана, Германии, Кыргызстана, а также Таджикистана, сошлись в музыкальной битве. Лучшей солисткой признали нашу соотечественницу Паричихру Камолову. Паричихра Камолова, Таджикистан. Вот они слезы радости. Проект состоял из 5 выпусков и 3 конкурсных дней. В первом выпуске все команды вместе со своими наставниками исполнили песню на родном языке. Наша команда вместе с наставником Зафаром Абдуалимовым исполнили песню «Мелодия сердца». Во втором выпуске Паричихра Камолова исполнила песню «Отпусти». В итоге члены жюри признали ее лучшей солисткой сезона международного музыкального проекта. Сила слова в сети. Пятерняшкам из Хатлона построят новый дом. Наверняка вы уже многие в курсе, что за несколько часов до наступления Нового года в одном из столичных роддомов на свет появились пятерняшки. Жительница Кубадионского района родила 2 мальчиков и 3 девочек. Глава Хатлонской области распорядился в кратчайшие сроки отремонтировать дом родителей пятерняшек, но пользователи соцсетей настаивали на том, чтобы семье дали новую квартиру. Видимо, голоса таджикистанцев были услышаны. По решению главы Хатлона для малышей и родителей рядом с домом их деда будет построено новое жилье. Вообще, появление на свет сразу 5 детишек – это настоящая редкость, и не каждый может справиться с таким испытанием. Так, 4 года назад в семье рядовой жительницы Одессы Оксаны Кобелецкой случилось подобное чудо, но супруг женщины не выдержал нагрузки и оставил семью. Оксана не опустила руки и стала вести блог в Инстаграм, за которым на данный момент следят почти 200 тысяч человек. Сейчас многодетная мама является популярным блогером. Скандальный блогер Рустам Ашуров поделился очередным видео. Правда, на этот раз он обошелся без пранков и потасовок и просто помог людям. Рустам получил несколько сообщений от трудовых мигрантов с просьбой помочь их семьям. Блогер не остался равнодушным к этим обращениям, выбрал несколько семей и сделал им приятный сюрприз, навестив их, разумеется, не с пустыми руками. Боксер Бахадур Усмонов выступил на турнире в Сочи. На этот раз он встретился на ринге с российским спортсменом Эмиром Басировым.
Молодой спортсмен провел второй профессиональный поединок спустя 10 дней после первого и снова победил. Бойцы сражались достойно и на равных. По итогам 4 раундов боксеры набрали по 38 очков. В итоге судьи присудили победу Бахудуру Усмонову, так как в последнем раунде он доминировал над своим соперником. Шабнами Сурайо проводит зимние каникулы в Дубае. В своем инстаграме она делится фотографиями и видео, показывая, что отдыхает в компании узбекской певицы Шахзоды, афганской исполнительницы Ситы Косими и арабского предпринимателя Сайфа Ахмада Бельхаса. Шабнам поздравила с днем рождения своего друга Бельхаса, который предложил ей посетить его собственный зоопарк. Пусть ваш отдых тоже будет ярким и насыщенным, причем не в сети, а в реальной жизни. Увидимся через неделю. Пока!